Здравствуйте! Сегодня мы будем обсуждать ситуацию на общественном телевидении Гагаузии. Скандалы, суды, отставки в ГРТ. Такими заголовками пестрят новости, приходящие из автономии в период предвыборной кампании. И вообще неизвестно, если общественное телевидение Гагаузии эту кампанию будет освещать. Эту тему мы обсудим более подробно сегодня с госпожой Юлией Семеновой, председатель Ассоциации русскоязычных журналистов. Здравствуйте. Здравствуйте. Госпожа Юлия. И господином Валерию Ренице, журналист. Здравствуйте. Здравствуйте. Также к нам подойдет попозже господин Петру Маковей, исполнительный директор Ассоциации свободной прессы. Более детально нам разъяснят ситуацию наши коллеги из Камрата, после чего мы вернемся в нашу студию и обсудим ситуацию. Елизавета? Уже не первый год вокруг общественного канала Гагаузия радио-телевизиону не утихают скандалы, постоянные суды, отстранение от должности председателя компании. В чем причина и почему сложилась такая ситуация на ГРТ вновь, мы хотим обсудить в рамках сегодняшнего телемоста с нашими участниками. Здравствуйте, Диана, здравствуйте, уважаемые участники в центральной студии. Я приветствую всех наших телезрителей, которые смотрят нашу передачу, и представлю вам наших участников. Сегодня в студии АТВ города Камрат Анна Харлампьевна Харламенко, председатель общественной компании Гагаузия радио-телевизиону, и Денис Пынтя, член наблюдательного совета общественной телерадиокомпании Гагаузия радио-телевизиону. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, я думаю, что мы начнем обсуждение в нашей студии, и я бы хотела вас, Анна Харлампьевна, попросить, чтобы вы рассказали суть проблемы на ГРТ. Прежде всего хочу поблагодарить и вас, Елизавета, и наших коллег, которые по ту сторону экрана в Кишиневе сидят, за то, что предоставили возможность сегодня рассказать о ситуации, которая происходит вокруг ГРТ, потому что сейчас пишут не очень много, но пишут очень много противоречивых информаций, преподносится людям, зрителям и общественности, поэтому не все знают, что произошло. 22 апреля Наблюдательный совет созвал экстренное заседание, на которое меня не пригласили официально, потому что существует практика, и согласно положению наблюдательного совета за сутки мне должны были предоставить приглашение, где я должна была расписаться, ознакомиться с повесткой дня. Это приглашение, вернее, дата оглашается и в СМИ, и повестка дня тоже ничего не было сделано, я даже не знала, что это заседание экстренное состоится. Вот, и собрался наблюдательный совет, на котором по непонятным мне до сих пор причинам меня отстранили от должности, на мое место назначили аффилированного, значит, кабельного исполнителя в лице Перона Степана Георгиевича. Вот. И более того, еще было принято решение ходатайствовать перед Народным собранием о реорганизации ГРТ.